Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Новые горизонты. Всегда интересно побывать в другом городе, и всегда интересно, если это удается сделать за минимальную сумму. Сегодня в Казань прибыл первый субсидированный чартерный рейс из Москвы. Пассажиров встретил и Рамиль Галиуллин. 3-километровый мост через Волгу. Масса моста данного – это 4,5 Эйфелевой башни. О ходе строительства скоростной трассы М12 расскажет Салават Мухаммадуллин. Большая работа и пристальный взгляд. Города республики должны ничем не отличаться от ее столицы. Как депутаты Госсовета оценили благоустройство городской среды, узнал Дмитрий Аренин. Кушать подано. Больше все стало светлее, больше картинок. Как изменили школьные столовые Казани и будут ли меняться дальше, расскажет Рамиль Шайдуллин. Они работают на комбайнах и играют в футбол. Привлекаем футбол именно только по прописке и рожденные в своих сельских поселениях. Как фермер из Новошишминского района создал сельскую футбольную лигу и привлек сотни ребят в село. Филюза Хамидуллина. Сегодня в Казань прибыл первый субсидированный чартерный рейс из Москвы. Это федеральная программа поддержки сферы туризма, которая продолжает восстанавливаться в постпандемийный период. Перелет таким способом обойдется пассажирам дешевле регулярного рейса на 5000 рублей. Также на выбор 2 экскурсионные программы, рассчитанные на 5 и 9 дней. Первых пассажиров лайнера встретил Рамиль Галиуллин. Этот самолет из Москвы в Казань сегодня встречают по давней европейской традиции. Не воздушными, а водными воротами. Рейс необычный. Это первый лайнер, прилетевший по федеральной программе чартерного субсидирования. Летать по маршруту Москва-Казань будет вот этот современный лайнер Аэробус 320. Его вместимость 180 человек. Свободных мест на борту нет. Пассажиров прямо у трапа встречают с хлебом и чак-чаком. Всегда интересно побывать в другом городе, и всегда интересно, если это удается сделать за минимальную сумму. Решили поехать. Так что не задумываясь, мы прилетели первые. За час 20. Даже не почувствовали. Теперь гостей ждет насыщенная 5-дневная или 9-дневная программа. Ростуризм возместит операторам половину стоимости фрахта судна. Это значит экономия на стоимости перелета для пассажиров в 1,5-2 раза. Таким образом, полный турпакет обойдется гостям на 5000 дешевле. Турист получает полностью продуманный туристический пакет, куда включено проживание, перелет, экскурсии, трансфер из аэропорта до гостиницы. То есть за туриста продумано все для максимального удобства. Остается только сесть в самолет и отправиться в путешествие. Пилотная программа стартовала в прошлом году с чартеров в Бурятию, Мурманскую область, Алтай и Хакасию. В бюджетный тур сезона этой осенью открылся как в Казани, так и в Тюмени. Перелеты будут выполняться из аэропорта Домодедово раз в 4 дня по 3 октября. В программе для туристов визиты в самые красивые места республики. Кремль, остров Град-Свияжск и Болгар. Надо сейчас посмотреть, как будет работать 1-й, 2-й, 3-й рейс. Я думаю, что мы будем менять некоторые вопросы внутри продукта. Я думаю, что будут некоторые изменения вноситься в ту программу, которую мы предлагаем туристам. Но то, что эффект будет от этих программ, это гарантированно, точно. Как отметили, если опыт будет успешным, то рейсы продлят еще на месяц. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Мост через Волгу станет самым крупным искусственным сооружением на протяжении всей трассы М12. Первый блок конструкции весом в 26 тонн доставили к берегу реки. Через 3 года здесь появится 3-километровый мост через Волгу весом в 45 тысяч тонн. Напомним, скоростная дорога М12 свяжет Москву, Казань и Екатеринбург. Каким будет переход и смогут ли ходить суда во время строительства, расскажет Салават Мухаммадуллин. Вот она, огромная конструкция весом в 26 тонн. Это первый блок будущего моста через Волгу на трассе М12. Всего их будет 800. Его изготовили на заводе в Кургане. Это 1000 километров от республики. Балку везли 2 суток. И это, по сути, только начало строительства самого крупного искусственного сооружения на новой магистрали. Эта балка относится к пролету 8-9, который находится в акватории моста. Для монтажа металлоконструкций пролетовых строений
На данном мосту выбрана технология продольной надвижки. В основании моста установят больше 600 свай. Некоторые погрузят на глубину до 34 метров. Для сравнения, это 11-этажный дом под водой. Длина будущего моста через Волгу больше 3 километров. Ширина 25 метров. И возводят его сразу с двух сторон. Так сокращается время строительства. Задача – завершить работы за 3 года. Задействовано при строительстве моста, самое пиковое, это будет 950 человек в сутки. Масса моста данного – это 4,5 эфиревой башни. При сооружении моста также будет предусмотрен судоходный пролет шириной 140 метров, высотой 17 метров. И также будет 2 вспомогательных судоходных пролета высотой 15 метров, шириной 80 метров. Это 8-й этап строительства трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург. Магистраль станет частью континентального пути Европа-Западный Китай. По поручению президента страны ее должны построить до 2024 года. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Татарстан. Сегодня премьер Алексей Песошин представил коллективу Министерства по делам молодежи нового руководителя. Им стал 34-летний Тимур Сулейманов. До этого он работал первым заместителем Дамира Фатахова, который сегодня в Москве приступает к своим обязанностям в статусе заместителя руководителя Росмолодежи. Алексей Песошин подчеркнул, Дамир Фатахов показал себя как высокопрофессиональный руководитель. Индикаторы его успешной работы – первое место Татарстана в стране в сфере реализации молодежной политики. У Тимура Сулейманова богатый опыт работы в молодежной политике. Как отмечают в правительстве, для большого количества татарстанской молодежи он свой. Тимур – сын основателя движения «Салят» Джаудата Сулейманова. За 27 лет лагеря «Салят» стали мощным движением, которое объединило одаренных детей и подростков не только со всей республики, но и с регионов с компактным проживанием татар. Тимур Джавлевич – человек хорошо известный в узких молодежных кругах, сам прошел все ступени в реализации молодежной политики от некоммерческой организации до государственной работы. Я уверен, что он достойно продолжит работу в решении поставленных задач. Большое спасибо за оказанное доверие, вашей поддержке и пристальному вниманию. Есть результаты, есть оценка, вместе с тем есть вместе с нашей большой командой понимание. Дворы и парки сделали на отлично. Вопрос, кто теперь будет ухаживать и отвечать за сохранность. Ответ сегодня искали в Чистополе. Здесь прошло выездное совещание Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Депутаты подвели итоги реализации 5-летней программы по благоустройству общественных пространств и формированию комфортной городской среды. Как отметили, Чистополь – яркий пример того, как в глубинке реализовали передовые идеи и улучшили качество жизни людей. Дмитрий Аренин увидел все сам. Крытого стадиона такого у них нету. Они нам завидуют. На стадионе Чистополя 3-й этап благоустройства. Депутаты Госсовета осмотрели поле, трибуны, прогулочные дорожки и игровые площадки. Бесплатно даем. За последние годы в Чистополе обновили 15 крупных городских общественных пространств. По президентской программе «Наш двор» благоустраиваются десятки дворов. Красиво. Было болото, темно было, светильники, все везде хорошо. Очень хорошо. Даже приятно и детишкам, и взрослым. За минувшие 5 лет в Татарстане благоустроили более 400 общественных пространств. На это из федерального и республиканского бюджетов направили около 14 миллиардов рублей. Чистополь – это один из ярких примеров, как главой Дмитрием Алексеевичем и его командой эффективно реализуется поручение нашего президента Рустама Галиевича, что города республики должны ничем не отличаться от ее столицы. При этом вместе с достижениями появляются новые вопросы, которые необходимо решать. Это вопросы безопасности, охраны территорий, ухода за насаждениями. Так, одно из предложений – в районных исполкомах ввести должность агронома. Очень много таких сегодня туи всякие, засаженные, которые действительно профессиональный уход им требуется. Чтобы реализовать предложение, необходимо увеличивать бюджет на содержание общественных пространств. Содержится все за счет города, за счет наших доп. Доходов. Мы сейчас провели все процедуры, чтобы ввести
уже посчитали, согласовали, получим на следующий уже бюджет на содержание парков, скверов. Поэтому сложностей в этом больших нет. Есть моменты, которые действительно требуют доработки. На выездном заседании, кроме благоустройства, депутаты рассмотрели еще несколько вопросов. Так в Иннополисе собираются создать экспериментальный правовой режим. Беспилотные такси смогут перемещаться по городу без оператора, который сейчас присутствует в салоне. За 3 года было осуществлено порядка 20 тысяч поездок. Автомобилями было пройдено порядка 500 тысяч километров на территории города. Как уже говорил Роман Александрович, без инцидентов. Также депутаты Госсовета собираются обратиться к премьеру Михаилу Мишустину, чтобы у соципотечников появилась возможность использовать мат-капитал при получении квартиры через Госжилфонд. Возможность была у наших семей данный мат-капитал внести как первоначальную оплату. Принято новый документ правительства Российской Федерации. Вот данная система у нас противоречит этот федеральный документ. И вот мы сегодня у себя в комиссии этот вопрос разобрали. Это обращение депутаты рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета. Она состоится в конце сентября. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Чистополь. Еще 43 столовые казанских школ с нового учебного года стали школьными ресторанами после того, как здесь провели капитальный ремонт. На эти работы республика выделила почти 300 миллионов рублей. Заменили сети электро- и водоснабжения, канализацию и системы вентиляции, провели внутреннюю отделку, а также полностью обновили мебель. Сколько школ уже соответствует современным стандартам и куда еще придет ремонт, об этом далее. Совершенно новая посуда и только свежие продукты с 1 сентября. Это стандарт питания в столовой 55-й школы Казани. К новому учебному году здесь завершился капремонт. Теперь в столовой, как в ресторане. Наша школа ждала этот капитальный ремонт 50 лет. Конечно, безумно рады, родители в восторге. Теперь столовая – место не просто приема пищи, но и приятного времяпрепровождения. Дизайн в спортивном стиле. У школы много побед в городских чемпионатах. Столовая новая, очень позитивная. Стулья новые. Раньше были скамейки. Больше света стало. До этого она темнее было. В итоге здесь не только удалось переизобрести дизайн-код, но и даже увеличить вместительность столовой. Из-за светлых тонов она увеличилась визуально, а новая мебель дала большее количество посадочных мест. В этом году такой ребрендинг столовых и пищеблоков пережили 43 школы Казани. На сегодняшний день уже 113 ресторанов мы реконструировали из 169. А в начале, когда начинали, скепсис был, что это только для элитных школ, что это для каких-то избранных детей. Нет, это общий стандарт. Об итогах программы и ее перспективах говорили на совещании в мэрии. После реконструкции 113 столовых количество мест в них увеличилось больше, чем на 6,5 тысяч. И вырастет еще больше. Такой ремонт ждет все школы Казани. Она будет продолжаться обязательно. И я надеюсь, что нам хватит сил, средств и воли для того, чтобы эту работу завершить. Все школьные столовые будут отремонтированы. Это значит, в каждой школе города дети будут чувствовать себя одинаково комфортно. Городские власти намерены осилить задачу примерно за 2 года. Рамиль Шайдуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Казань. Почему в Казани увольняются повара из школьных столовых и как пытается выправить ситуацию департамент питания, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня оперативный штаб по ковид сообщил о 5 случаях смерти от коронавируса. Мужчине было 64 года, женщинам 32, 72, 74 и 80 лет. За последние сутки у 52 жителей республики подтвердился диагноз. 17 человек госпитализированы. Больше всего заражений в Казани. Здесь 23 случая, в Челнах 9. В России за сутки выявлено 18 178 новых заболевших. Привились на сегодня в республике 1 038 000 человек. Больше 900 тысяч из них получили второй компонент. В Набережных Челнах 95% повторно заразившихся коронавирусом непривитые люди. Такую статистику сегодня озвучил мэр Наиль Магдеев. Эпидситуацию масштабно проанализированы на утреннем совещании. В городе ситуация с ковидом остается стабильно напряженной. Как отметил мэр, большинство заразившихся – это молодые люди. И среди них тяжелых случаев становится больше. Он призвал активно вакцинироваться. Посмотрите на молодежь, которая там лежит.
Может быть, кому-то, прочитав и увидев в социальных сетях, лицо не показывайте, понятно, но в социальных сетях, увидев все это дело, или где-то в какой-то удобной форме, люди начнут задумываться. В среду 15 сентября Казань примет международный форум, глобальную конференцию TCI. На ее площадке эксперты обсудят вопросы кластерной политики и развития конкурентоспособности высокотехнологичных компаний. В Татарстан съедутся более 9 тысяч мировых экспертов из 110 стран. Казань впервые принимает столь масштабный форум. До этого он проходил в Канаде, Голландии, Южной Корее, Франции, США и Бельгии. Конечно, в этом году с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции все они не смогут посетить нашу республику, но мероприятие будет проходить как в офлайн, так и в онлайн формате. Поэтому мы на сегодняшний день фиксируем 25 стран, которые будут принимать участие, и 500 человек, 500 гостей у нас, которые будут спикерами и участниками этого мероприятия. На Нижнекамской нефтехимии прошел конкурс среди добровольных пожарно-профилактических формирований. Участникам предстояло преодолеть 3 этапа, один из них – потушить открытый огонь. Кто стал лучшим, узнаем из репортажа. Состязания добровольно-пожарно-профилактических формирований Нижнекамск нефтехима проводятся каждый год. На учебно-тренировочном полигоне лучшие из лучших. Они прошли предварительный отбор на соревнованиях по подразделениям. Данные расчеты являются первыми нашими помощниками в нашем деле в тушении пожаров, в ликвидации каких-то нештатных ситуаций, во-первых. И хочу опять повторять, что это тот персонал, от которого зависит исход тушения пожаров. Состязания традиционно начались с торжественного построения всех команд-участниц. Честь поднять флаг выпала победителю прошлого года – команде управления водоканализацией и сточных вод Нижнекамск нефтехима. Основная наша с вами задача все-таки не допускать аварийной ситуации, но быть готовыми к ликвидации, снижению его последствий. И самое главное – защитить жизнь и здоровье наших работников. Это наша с вами основная цель. Поэтому всем участникам успехов, здоровья нам всем и безаварийной работы. Пожарная эстафета состояла из нескольких этапов. Доклад в установленной форме об обнаружении пожара по телефону, развертывание рукавной линии и поражение мишени напором воды из пожарного ствола, тушение горячего в противне нефтепродукта с помощью углекислого огнетушителя. Чтобы передать на следующий этап эстафетную палочку, в качестве которой традиционно выступает ручной пожарный ствол, участники команды бегом преодолевали около 100 метров. Сильнейших определил секундомер и минимум штрафных баллов. Команда завода Девинила и углеводородного сырья заняла 3-е место по итогам соревнований. На 2-м завод бутилового каучука. Лучший результат показала команда управления этиленопроводов. Уже не первый год участвуем в этих мероприятиях, в этих соревнованиях. И в том году у нас было 3-е место. В этом году очень сильно постарались, и подготовка была очень сильная. Соблюдение норм промышленной безопасности, мастерство пожарно-профилактических формирований Нижнекамск нефтехима и их слаженная работа – основа безопасного производства, сохранения жизни и здоровья работников предприятия. Как сделать спорт более массовым? Что конкретно для этого нужно сделать? Эти вопросы сегодня стали главными на политических дебатах на нашем канале. В этот раз в них приняли участие представители 5 партий – КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Новые люди и партия пенсионеров за социальную справедливость. Всем кандидатам предоставили по 4 минуты 54 секунды эфирного времени, по 1,5 минуты для ответа на каждый вопрос. Напомним, политическая агитация в средствах массовой информации стартовала 21 августа и завершается на этой неделе. В принципе, полезно, что избиратель мог послушать каждого кандидата, каждую политическую партию, и уже на предстоящем 3-дневном голосовании он определится, за кого ему отдать свой голос. Кандидаты от партий высказывали свое мнение. Очень интересный соревновательный процесс, поэтому все очень позитивно. Прозрачные технологии, никаких оскорблений, никаких негативных явлений нет. Дебаты должны завершиться не только вот таким остремлением или такими вот неуважительными отношениями, а положительным роли любой политической партии вот тем проблемам, которые есть. До выборов депутатов Государственной Думы России осталось 3 дня. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Пойдут ли казанцы на выборы и почему они считают важным отдать свой голос, мы спросили у них. Я пойду на выборы
потому что мне не безразлично будущее Татарстана и России. Собираюсь участвовать в выборах. Зависит все от нас, кого выберем. Пойдем голосовать. Конечно, это гражданский наш долг, мы всегда должны ходить. Неравнодушный к жизни, как живем, это выбирать надо. А да. Как же? Обязательно. Каждый должен идти. Да, обязательно пойдем, конечно. Каждый раз выбираем, ходим. Конечно, моя четкая гражданская позиция, что нужно обязательно принимать участие в таких важных событиях для города, вообще для нашей жизни. Обязательно пойду. А почему? Ну как, надо ходить, а кто пойдет, если мы не пойдем? Я собираюсь, важно, мне кажется. Почему? Потому что все зависит от нас, мы выбираем нашу власть. Успешно открыли новый спортивный сезон. Действующий чемпион России по водному полу «Казанский Синтез» в 2 матчах переиграл ЦОП Москомспорта. Игры 5-го тура чемпионата страны были перенесены на ранний срок в связи с участием казанцев в Лиге чемпионов. По итогам 2 встреч заводчане не оставили шансов соперникам из Москвы. Битва за Еврокубок пройдет в конце сентября в Черногории. Житель села Чувашская Чебоксарка Новошишминского района так увлекся футболом, что создал футбольную лигу сельских поселений и за свой счет облагородил для матчей площадку у школы. Теперь сюда из соседних районов на турниры приезжают десятки команд. На этой неделе Евгений Тихонов организовал большой сельский чемпионат по футболу. Филюза Хамидуллина о гражданской инициативе, которая вышла на республиканский уровень. Маленькая территория школьная. Вот из этого территории мы создали вот этот стадион. Целый гектар земли в селе Чувашская Чебоксарка 15 лет назад утопал в бурьяне. Почему бы не сделать здесь футбольную площадку, подумал житель Евгений Тихонов. Скосил сорняки, завез чернозем, выровнял территорию. Теперь это место встречи местных футболистов. После армии уже 30 лет назад я приехал, начали по деревням ездить по футбол играть. После этого лет 12 лет назад уже мы начали турниры проводить всякие, собирать вот на нашем селе. Евгений Тихонов фермер, держит коров, реализует молоко. Говорит, всегда хотел помочь односельчанам и внести свой вклад в развитие деревни. В этом году создал футбольную лигу среди сельских поселений и впервые решил провести чемпионат. Нурлат, Аксубаева, Алексеевск, Чистополь, Спасский район. Заявились 10 команд со всей республики. Привлекаем футбол именно только по прописке и рожденные в своих сельских поселениях. Здесь у нас нет игроков, скажем так, со стороны. Сергею Якимову 26 лет. Он родом из села Старая Ильдерякова Аксубаевского района. Работает вместе с отцом на комбайне. Футболом увлекается с детства. Не раз его команда становилась победителем турниров. Сколько тут районов приезжает, если бы в каждом районе, в деревнях проводилось бы такие соревнования, было бы очень хорошо, конечно. Лучше на поле выяснять отношения, мне кажется, и показывать свой характер, лучшую сторону. Ну, все равно интересно, это же азарт, спорт объединяет. Мне нравится сюда, каждый год почти приезжаем. Всегда вместе с друзьями, когда даже нет турниров, играем в футбол. Если такие люди будут у нас как можно больше, на село будет жить. Потому что если есть футбол, если есть ребята, село будет существовать и оно будет процветать. Такого же мнения и болельщики. Матч собрал как местных поклонников спорта, так и гостей. Очень много талантливой молодежи на селе. Важно, чтобы люди не уезжали с сельских территорий. Для этого у них должны быть все созданы условия для занятий спорта. Во-первых, и здоровье детей, это комфортное долголетие. Вы видите, это и досуг, это и добрососедские отношения между муниципальными районами, которые располагаются рядом. Сейчас Евгений Тихонов мечтает построить поле с искусственным покрытием и провести республиканский чемпионат по футболу среди сел. Филюза Хамидуллина, Олег Хабибуллин, ТНВ, Новошишминский район. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! Осень заиграла во всех красках. Если буквально вчера было прохладно, то уже завтра температура перевалит за плюс 20. О погоде чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку у Данил Мастер. Только до конца сентября. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166.
По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево, несмотря на дождливую и пасмурную погоду, будет очень тепло. Плюс 23 днем. Тепло, но дождливо в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Ночная температура тоже стала выше, плюс 15. На севере Татарстана переменная облачность, ожидаются дожди. Пока тепло, но температура постепенно будет понижаться, а ветер усилится. Облачная погода с прояснениями в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Днем синоптики обещают дожди. На юго-западе, Болгаре, Дрожжаном, Буинске местами также дождь. Дневная температура плюс 22. Но уже в ближайшие дни ожидается похолодание. В центральных районах переменная облачность, дождь, ветер усилится. К среде очередной циклон принесет новые порции осадков и значительное понижение температуры. А настоящее бабье лето синоптики обещают нам во второй половине месяца. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечению самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в спине может исчезнуть без следа. Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения позвоночника. Даже с грыжей можно справиться без операции в любом возрасте. И никаких фокусов, только передовые технологии. Доктор Ост. 14 сентября в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночная температура плюс 17, а днем 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы, 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.